Всем привет, дорогие друзья! Продолжается пасхальная неделя, и я собралась готовить выпечку из творога. У меня здесь в миске творог в брикетиках. Значит, 400 грамм творога взяла. Это все разомнем. Сюда добавляем, значит, 400 грамм творога. Добавляю 200 грамм сахарного песто. Можно 150. Ну, кто как любит. Кто послаще, можно и 200 грамм добавить. 2 чайные ложки разрыхлителя. Так, масло растительное 50 грамм. И добавляем молоко. Молоко у меня здесь 200 грамм, 200 миллиграмм молока. И это все сейчас будем размешивать миксером. Творог мы размельчили. Сюда добавляем постепенно, потом добавляем муку. Мука просеянная. И размешиваем. Делаем тесто. Выпечка с творогом очень вкусная. Само тесто из творога, начинка из творога. И все, что связано с творогом, это все очень вкусно. Мы очень любим выпечки творожные. Вот, и сегодня вот тоже делаем из творога такой рулетик будем делать. Пока Маша месит тесто, друзья, я с вами поздороваюсь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем, всем привет. Ну, конечно же, когда же не печь творожную выпечку, как не в пасхальную неделю? Это самое замечательное время, радостное время, должны все веселиться, радоваться. Христос воскресе, говорить при встрече друг другу 40 дней. Вот так. Ну и также мы печем такую выпечку, вернее Маша печет на угощение семье. Эту выпечку очень мы любим, сами любим, как Маша уже говорила, дети наши любят. Ну и как же не любить такую вкусную выпечку. Вот. Маша сегодня очень много теста замесила, такой полный таз почти, да? Да, много теста. Ну, можно и не только рулетики делать из этого теста, из творожного теста. Можно и печенье слепить. Так что будем делать, что получится. Вот сидим мы в тепле, печем печенье. Я не знаю, смогу ли нет показать, что у нас на улице творится. Летают белые мухи, друзья. Ураган на улице. Зелени практически нету. Видите, что творится на улице? Снег идет. Опять снег. Падает, тает, потом обратно. Вот такая погода, Маша. Ты довольна погодой? Нет? Кто же доволен этой погодой? Ужасная погода. В мае как бы уже должно бы потепление идти, а у нас вон какая наоборот. Вот ранняя весна, куда, апреле, конечно, куда передернула, да? Апрель был такой теплый, но вот потом он как обернулась. Да. Ну, Маша, смотрите, практически тесто уже замешала. Вот такое нежное тесто получилось. Это тесто потом оставляем в сторонке на 15 минут. Так, закрываем тесто. Ну, минут 15. Пусть постоит. Положим в сторонку. А теперь займемся начинкой. Для начинки берем творог. 400 грамм творога. Здесь у меня сахарный песок. 3 столовые ложки сахарного песка и крахмал.
Кукурузный крахмал беру. 2 столовые ложки. И это все сюда добавляем. Сюда щепотку ванилина. И это все размешиваем. Начинка такая тоже простая. Я предложил Маше, если честно, в начинку добавить персик. Маша говорит, не хочу я персика ни в коем разе. Думаю, Маша будет согласна, если сюда можно вместо начинки какой-нибудь очень густой джем. Ты согласна? Можно, ну... Ну, Маша говорит, не хочу я никаких ягод, никаких творожную выпечку, полностью из творога. Тесто из творожное тоже тесто и начинка И тоже. начинка тоже из творога, да. Из творога. Ну, вот такая однородная масса получилась. А потом займемся тестом. Тесто постояло у нас, минут 15 отдохнуло. Вот такое тесто, сколько много теста сделали. Так, разделим на 2 части. Что по-простому, что под рукой. Главное, чтобы ровненько и быстро. Видите? Краешек противня Маша использует как линейку. Не линейку, ну, чтобы резать красивенько. Смотрите, какие ровные квадратики получились. Кладем начинку. Эта выпечка, друзья, очень похожа на сочники, да? Согласна, Маша, да? Только у сочников начинка чуть-чуть там, если скажем, повкуснее, что ли. Ну, вкус тоже такой. Вот такие творожные рулетики у нас получаются. Маша сразу на противень туда выкладывает. А может сюда противень, это далеко это самое, Маша. А потом у нас линейка занята будет где. Мы там включили духовку на 180 градусов греться, пока Маша формирует такие рулетики. Ну, все очень просто. Просто заворачиваем и готово. В принципе, можно без пергаментной бумаги. Ничего там не случится, если припулить там с мукой. Ну, мы все же решили, чтобы не пачкалось это все дело. Ну, вот так. Заворачиваем наши рулетики. Нормально, Маша, очень даже. Я знаю эту выпечку, очень вкусно получается. Постепенно, друзья, заполним наш противень и потом уже будем выпекать. Вот так. Все то же самое, однообразное. Раскатываем тесто, кладем начинку и все это заворачиваем. И кладем на противень. Все, продолжение следует. Раскатывать можно, конечно, и квадратом, но когда срезаешь ровненько квадрат, то получается красивше. Ну да, конечно. Вид красивше. Ну, в принципе, друзья, и вон второй кусочек теста. Все
раскатали, разрезали. И сейчас Маша быстренько это еще завернет. И все. Готово. Пытаемся, чтобы на один противень еще уместилось. Давай этот ряд хотя бы освободи немножко. Да, вот так. Ну вот так все просто и быстро нарезали наши рулетики творожные. Еще замечательно. Много начинки там внутри. Само тесто очень вкусное. Ну, очень нежное такое получается тесто. Вот. Духовка у нас согрелась на 25 минут. Духовку. У нас 180 градусов включено. Господи, благослови, так скажем, так. И все, отправим. И подождем полчасика. А из остального теста делаем мелкие такие печенюшки. Ну там, да, краешки остались, нарезали, да. Сейчас еще, друзья, поснимаю погоду. Смотрите как. Вообще ужасная погода. Кошмар, что творится на улице. Кошмар. И цветок такой, да? Цветок такой. Как называется, Маша, этот цветок? Бегония. Бегонье. Смотрите, как он цветет. Красивенько. А на улице вон что творится. И вон еще у нас орхидея, но она практически целый год цветет. Раскатали круг, разделили на такие треугольнички и будем делать как типа как рогалики, вот такие. Даже не рогалики, а как круассанчики, Ну такие да, маленькие. да, Да? круассанчики. Ну, Такие. это остаток теста от нарезки. Просто без начинки печенья, но тоже очень вкусные получатся к чаю. Более такие мелкие, но смотрите какие. Маленькие и, думаю, очень тоже вкусненькие будут. Там выпекаются основные рулетики, а это в дополнение. Это бонусом идет, друзья. Как же приятно получить бонус от Маши, да? Вот такие печенушки. 25 минут, друзья, прошло, пока мы там возились вот этими печенушками, остатками. Смотрите, что у нас вышло. Разве это не чудо? Смотрите, какая красота. Ну, просто вот, Маша, я прям вообще удивлен. Такой красоте. Смотрите, ароматно-то, это 100% ароматно. Пушненько. Какие они пушненькие. Еще вот с близкого расстояния покажу. Смотрите как. Куда ты, Маша, там под стол залезла? Ой, Маша залезла за противнем. Так получилось. Я это не вырезать не буду. Просто интересный момент такой. Маша была, и раз Маши нету. Она ищет противень там, чтобы эти печенюшки засунуть. Смотрите, какая красота, да? Вот с близкого расстояния снимаю. Пушненькие все, раздулось все. А, Маша маленький противень нашла. Туда укладывает нашу печенюшку. Ну, действительно, бумага, можно даже и без бумажки запекать все это дело. Вот, смотрите, какие они. И тоже отправляем в духовку. Это крупный калибр, а там мелкий калибр получается. Что у нас снизу все румяное, ничего не подгорело, пушненькое. А когда остынет, будем ломать и показывать, что внутри. Немножко, чтобы остыло. Ну и еще надо, наверное, немножко посыпать сахарной пудрой. Подукрасить, да. Угу. Замечательная примета, значит, да, Маша?
много теста, много хлеба, много печенушек. Теста много в этот раз Маша сделала. И видите, полный противень таких булочек, и там еще маленький противень печенушек. Ну, красота, вообще шикарно. Уже заранее скажу тебе спасибо за такое вкусняшки, за такое чувство. Еще не пробовали. Да я знаю, что это вкусно. Это просто шикарно. Смотрите, какая красота. Как это может быть невкусно? Вы что? Ну и подоспели, друзья, наши печенушки, которые маленькие. О, тоже. Ой, ничем они не уступают этим красавцам, конечно. Смотрите, шикарные печенушки. Закончили, друзья, процесс выпекания, выпечки такой. Маша такие вкусняшки приготовила, что с ума сойдешь. Тут от такого аромата в доме. Прям, ну вот, действительно, очень все вкусно пахнет. Налила Маша чай, мне, себе. Ну, конечно же, будем угощаться вот этими рулетиками, этими печенушками и чаевничать, так сказать. Ну, как говорится, я попробую из Машиных рук. Пускай новые зрители не удивляются, почему хозяйка меня из руки кормит. Ой, печенушка такая. Вкусная, пуш-пуш. Прям очень вкусно. Краешек там, это самое, хрустит аж. А внутри мягенькая такая. Очень вкусное печенье. Пуш, пуш. Прямо пуш. А покажи ну-ка. Может на камеру там некоторые, может, не увидят. Очень мягко. Ну, из творожного теста всегда все получается очень вкусно. Не может такого быть, чтобы не получилось. Я вот тоже только хотел сказать это, что сам вкус теста, вот эти рулетики с начинкой, да, а вот те маленькие печенюшки без начинки. И сам вкус теста очень-очень нежный. Прям вот он как ломается, все испеклось, все очень испеклось. Давай на камеру близко прям покажи, как испеклось. Это все. Может, многие не поверят, что внутри там ничего не испеклось. Или очень мягкое. Очень пышное и мягкое, да. Прям. Ну и с начинкой тоже я попробую. Ой. Так, с творогом, с начинкой вообще супер, Маша. Вот это вкусно. Как там в том фильме? Такие нежные. Какая прелесть ваша заливная рыба. Так я тут серьезно говорю, что какая прелесть. Это творожные рулетики с творожной начинкой еще. Очень. И тесто творожное, и начинка творожная. Прям замечательно, Маша. А я на второй глаз этот рулетик укушу вам. Прям замечательно. Это правда, друзья, вкусно. Ой, друзья, замечательно. Прям вот. И представляю, как меня сейчас зрители еще будут совсем обнаглел, товарищ Сергей Иванович. Ну, получается, что ничего я не буду никому доказывать. Ну, просто вот как есть, так и показываю. Вот так. Вкусно. Маша, естественно, ты, наверное, посоветуешь эту выпечку, да ведь? Всем на вооружение, всем хозяйкам. Обязательно. Обязательно сделайте такую выпечку. Ваши родные просто будут в восторге. Как я. Просто будут в восторге. Как я. Я в восторге. Я прям, я действительно в восторге от этой выпечки. Да, очень вкусно. Очень нежное и вкусное получается. Так что советую. Делайте так же. Пеките, радуйте своих родных. Я всеми руками, которые даже не работают, всеми руками только за. Очень вкусная выпечка. И, как заметили, это очень просто. Все смешали, перемешали. Главное, что с любовью. И все будет прекрасно.
А на улице, друзья, зима. Ну, прям вот, ну, невозможная метель, пурга, и снег даже не мокрый. Раньше хоть мокрый снег падал, а сегодня уже так морозно, что холодно. Падает сухой снег, ложится на землю и даже не подтаивает. Вот на дороге только подтаивает, а во дворе уже он держится. Все маленькие эти птички, которые перелетные, тоже страдают. Я вот переживаю за них. Больше всего я переживаю за мелких этих птиц, там, трясогузки, там еще вот эти, кто скворцы, там вот эти все прилетели. За них переживаю и за боровую дичь, потому что она готовится к высадке как бы на гнездовье, и я вот за них, за перелетную эту вот уток, да, гусей, они просто жирные, они выдерживают, а вот за боровую дичь боюсь, потому что они могут гнезда оставить и все такое. Ой, вот за них я переживаю очень. Метель. Прям, вообще, у нас метель, настоящая метель во дворе. Как будто зима у Такого нас наступила мая, заново. такого мая давно уже Не было, да. Я не припоминаю. Потому что на 9 мая всегда тепло, солнечно, хотя местами снег есть, но уже как бы люди ходят уже очень легко одетые, даже в футболке, как я помню, тепло. Угу. А в этом году, наверное, придется шубу надевать, если... Вот тебе, как говорится, и ранняя весна. Все это берет свое. Берет свое, да, вот Маша правильно выразилась, берет свое, да. Ну хорошо, что у нас бывает такое, что в мае тепло слишком, да, и получается, что июнь опять так же холодно. Полмесяца такие же холода. Очень, ну, такой ветер, северный ветер, потом выносишь на огород все рассады и приходится укрывать все полностью, так как бывает погода, ну, такая... Нелетная. Действительно нелетная погода. Да. Ужас просто. Вот. Ну, что еще сказать-то? Из новостей ничего нету, потому что рассада еще маленькая. Вот я был ранним сторонником, а Маша-то, как всегда, оказалась права, что некуда спешить. Во дворе зима. Ну да ладно, бог с ним, с этой погодой. Все распогодится, все утрясется и наступит лето. Будь ему наступить. Планета крутится, вертится, как говорится, и солнце светит. Все будет хорошо, и сейчас не осень, ждем тепла. Все равно будет тепло, и будем на огороде сажать, и все это будем, Маша, делать. Давай. Вот. Еще хотим сказать, что завтра у нас День Победы, День Великой Победы. День Победы в Великой Отечественной войне. Мы, конечно же, поздравляем с Машей с этим великим днем, с Великой Победой наших соотечественников. И всех, кто участвовал в этой войне, и всех, кто пережил эту войну, и всех, кто были маленькие еще, но, ну, я и говорю, что пережил эту войну, в том числе и мои родители тоже еще живы. Вот. Всех я поздравляю с этой великой победой. Здоровья крепкого, которые еще пережили эту войну, они уже пожилые. Я им желаю здоровья. Пускай она, может быть, и не добавится этого здоровья, но пускай она не убавляется. Жизненных сил вам, дорогие наши ветераны, участники этой войны, труженики тыла, дети войны. Всех вас с этой победой поздравляю. Пожелаю всем большого счастья, достатка, уюта в доме и мирного неба над головой. И еще хочу посоветовать вам, наши уважаемые зрители канала, ну, может, кто еще и не посмотрел из новых подписчиков, а может, кто-то и посмотрел, но не грех и пересмотреть, если вам не трудно, конечно. Есть видео, где мама рассказывает, каков же был День Победы в 1945 году. Вот она помнит этот день, и она мне рассказывала, и, ну, это уже пару лет прошло с этого момента, конечно. Тогда еще мама могла приходить ко мне, к нам в гости домой. Вот она рассказывала, а это все я заснял на видео и вам показывал. Я оставлю ссылочку в первом закрепленном комментарии. Маму мою зовут Таисия Андреевна. Вот она рассказывает свое детство
военное время, День Победы, послевоенные годы. Вот. Посмотрите. Творожные рулетики готовые и попробовали, все вкусно. Печенушку тоже попробовали, тоже вкусно. Поздравить поздравили. И говорю вам до свидания. До новых рассветов, друзья. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Пока-пока. Встречайте рассветы.